Приветствуем вас на открытых дебатах кандидатов на должность главы города Якутска. Мы работаем в прямом эфире. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в YouTube-канале Округ ТВ, а также на Инстаграм-странице издания Саха-Лайф, на портале Вести 14, Саха-Пресс и Тайга-Пост. Ведущими сегодняшних дебатов являемся мы, журналисты Тайга-Пост, это Елена Никифорова и Сергей Сумченко. Но, честно говоря, не знаю, это доверие коллег или все-таки какая-то месть. Так, все-таки сейчас мы приглашаем в студию участников сегодняшних дебатов. Пожалуйста, проходите и занимайтесь трибуны согласно разыгранной жеребьевке. Это кандидаты в мэра Якутска в алфавитном порядке. Евгений Николаевич Григорьев, первая трибуна. Иван Юрьевич Комаров, пятая. Сава Анатольевич Михайлов, вторая. Евгений Викторович Рябченко, третья. За какой данный? Это какая-то четвертая? Да? Это четвертая. И Виталий Валерьевич за четвертой трибуной. Организаторами дебатов выступает экспертный клуб Якутии. И по его инициативе сегодня здесь собрались журналисты следующих изданий: Якут-Информ, в Якутии, Округ ТВ, Саха-Лайф, Тайга-Пост, Вести 14, Саха-Пресс, Саха-Ньюс, Эхо ЕКТ и Артык. Несколько слов о работе экспертного клуба я попрошу сказать одного из его основателей, нашего коллегу, журналиста Игоря Савинова. Игорь, пожалуйста. Уважаемые участники дебатов, экспертный клуб – это сообщество журналистов, политологов, общественников. Первое заседание мы провели в 2019 году по следам событий в Триумфе. Выработали рекомендации органам власти. К сожалению, обстоятельный ответ получили только из Алтумена. Ну и самые разнообразные мероприятия проводили за эти 2 года. Битва журналистов и блогеров, встречи по следам ярких событий с известными спикерами. Ну, в заключение скажу, что наш экспертный клуб всегда открыт для всех журналистов. Спасибо. Спасибо, Игорь. Я хочу напомнить, что у нас сегодня заключительные дебаты этой достаточно короткой, но напряженной избирательной кампании по выборам главы Якутска. Было уже 6 или 7, по-моему, дебатов. Сегодня ставится определенная точка именно в таких публичных формах. Осталось буквально 2 дня у кандидатов, чтобы довести свою позицию до избирателей. В четверг будет уже день тишины. В пятницу, субботу, воскресенье, напомню, с 8 утра до 8 вечера будут открыты все избирательные участки Якутска. Тема сегодняшних дебатов – план развития Якутска. Организаторы выработали следующие правила. Первое. Всем кандидатам в ходе выступлений предоставляется одинаковое время, как на вопросы, так и на ответы друг другу. Второе. Очередность выступлений определяется в ходе жеребьевки дважды. Перед началом дебатов она уже проведена, а также перед началом 3-го раунда. Третье. Организаторы просят участников дебатов уважать друг друга, не прерывать выступления, не высказывать резких и оскорбительных замечаний в адрес друг друга и в адрес аудитории. Вдруг появятся такие моменты. В случае нарушения данного пункта ведущий вправе прервать выступление. Ну и сидящих в зале также просим соблюдать тишину. Ну и четвертое. Если участник дебатов получил оскорбительный или экстремистский вопрос, он вправе на него не отвечать. Ну, я думаю, это лишнее, это, Алина. Все-таки мы все одна команда Якутска, и с выборами жизнь не закончится, нам и дальше ходить по одним улицам. Эталина, ты, видимо, заметила, да, что у нас в этой избирательной кампании идет исключительно мужской клуб. У меня будет один небольшой мужской вопрос. Отвечать на него не обязательно, если не хотите, и не обязательно объяснять, почему ответили так или иначе. Итак, вопрос. С кем бы из своих соперников вы пошли в разведку? С Евгением. Я. С которым? Еще раз? Рябченко. Да, я бы с Савой тоже бы и с Евгением в разведку бы пошел. По крайней мере, вопросы задаются корректные, без всяких подколов, скажем так, и без интриг, скандалов. Хорошо, спасибо. В принципе, будем считать, что
Так, тогда другим отвечать типа не А, обязательно. пожалуйста, пожалуйста. Нет, я же говорю, что не обязательно отвечать, раз молчите. Я думал, что... Соперник, с которым я бы пошел в разведку, здесь, к сожалению, отсутствует. Его наша власть храбро сняла и не допустила до выборов. Это Владимир Федоров. Я говорил про соперников. Ну, мысль мне понятна, да? Лучше быть в разведке с человеком, который разбирается в оружии. Тоже хорошо. Он с ружьем, я с луком. Отлично. Враг не пройдет. Отлично. Так, хорошо. Главный принцип наших дебатов – это предоставить равные возможности всем участникам и попытаться максимально раскрыть их позиции и личности. Во время вопросов и ответов будет предоставлено определенное время. Пожалуйста, следите за экранами, за таймерами на экранах. За 3 секунды до окончания времени прозвучит сигнал предупредительный, и у вас будет еще 3 секунды, чтобы закончить свою мысль. Итак, первый этап. Вопросы кандидатов друг другу по теме «Ваш план развития Якутска». Первым вопрос задает участник за трибуной номер 1. Вопрос участнику, который находится по левую руку. Итак, вопросы пойдут по кругу. Последним задаст вопрос участник за последней трибуной, участнику за трибуной номер 1. Затем вопросы задаются в противоположную сторону. И первым задает вопрос крайний участник кандидату по правую руку. И в конце, после круга, он отвечает на вопрос кандидата за трибуной номер 1. Думаю, понятно. Регламент: 1 минута на вопрос, 2 минуты на ответ. Будьте добры, кандидат за трибуной номер 1. Начинаю, да? Добрый день. Включить-то. Да, добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, господа оппоненты. Савва Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы будете работать по реновации жилого фонда деревянного, который не попал в республиканскую адресную программу? Добрый вечер, уважаемые ведущие, дорогие товарищи оппоненты. Спасибо за вопрос, Евгений Николаевич. Хороший вопрос и реновация. Реновация, которую мы еще с вашим участием, в том числе в 2019 году, начали поднимать вопросы реновации, потому что наши дома, к сожалению, большинство, скажем, да, из 1000, например, деревянных домов, только больше чем около 120 домов только попали во второй этап федеральной программы переселения из ветхого аварийного жилья. Поэтому по остальным работам, чтобы люди не ждали, мы должны здесь несколько вопросов зайти. Первый вопрос действительно это самая существенная, самая такая реальная, это федеральная программа. Вот мы все знаем, что в эти годы, то есть 21-22 годы, уйдут под расселение 116 домов, например, на строительном округе 306, Сайсарский округ 48, но этого недостаточно. Поэтому мы вместе, окружная администрация, глава республики и федеральные власти вместе должны идти еще по нескольким вариантам. Это вопрос застраивания территорий, договора застроенной территории, да? И третий вопрос – это реновация. Есть федеральный законодатель о реновации говорит, регламентирует, поэтому мы регионы, в котором остались деревянные дома, мы можем войти. Действительно, надо взять пример хороший с Москвы, потому что собянинская реновация, конечно, имеет и противников, но больше всего сторонников. И они действительно решили Сталинка, Хрущевки, появляются новые комфортные дома, поэтому мы по реновации действительно должны активно работать с Минстроем, с федералами. И вопрос вообще переселения из аварийного ветхого жилья – это не только вопросы главы города, это прежде всего всех уровней. Только вместе решив этот вопрос, будем решать. Поэтому вопрос такой. Спасибо. Савва Анатольевич, спасибо. Ваш вопрос Евгению Викторовичу. Евгений Викторович, по вопросам полигона. Сегодня тоже, кстати, корреспонденты одного сайта на меня вышли, я ответил, вот пока не знаю, вот статья еще не вышла, что вы ответили и как будем по Вилюйскому тракту 8 километр, планы у властей есть насчет Вилюйского тракта 27 километр, что будем делать, полигон. Есть информация, была сперва информация о том, что до 1 апреля мы закроем старую свалку, которая неделю горела, да, и открыть новый полигон. А сейчас пока из-за того, что мы не получили экспертизу и проект сырой,
поэтому этот вопрос опять перемешается в следующий год. Поэтому, Евгений, что скажете по новому полигону? Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, Савва Анатольевич, 27-й километр — это не такая провальная идея, она, в принципе, реализуема. Я думаю, нужно свалку в любом случае переносить туда. Но, когда это делать, не нужно бездумно вырубать деревья, да, многолетние, которые там растут. Есть такие специальные, скажем, устройства для перевоза многолетних деревьев, да, для пересадки, скажем так их. Вот я бы предложил с 27-го километра, когда будет рекультивация этой территории, эти деревья вывести на нашу первую свалку и засадить ее. И те деревья, которые там на 27-м километре есть, ну, предположим, березы, да, их уже как озеленение перевести в город. Ведь у нас в городе в основном тальник и низкорослые деревья, из-за этого у нас кислорода не хватает, и у нас проблема с озеленением. Я вот в интернете смотрел, такие приспособления, в принципе, недорого стоят для перевоза, пересадки, скажем так, крупных деревьев. Во-первых, и преобразится город, у нас будет красивее в городе, будет больше воздуха, и на старой свалке, если мы засадим ее деревьями, будет все-таки экологически более безопасно и лучше. Спасибо. Евгений Викторович, спасибо. Виталий Валерьевич ждет вас вопрос, пожалуйста. Виталий Валерьевич, я вот хотел бы у вас узнать, как вы видите развитие пригородных территорий, тех же Кангаласы, Табага, как вы их будете развивать, так как все про них в основном забыли, потому что у нас в основном идет развитие центра нашего города, и там нет никаких объектов, скажем так, досуга и так далее. Спасибо за... Могу отвечать, да? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо за вопрос. Ну, мне тема пригородных территорий знакома, не только пригородов, вообще окраин. Я потому что сам вырос на ДСК, жил на 17-м квартале, потом в частном секторе на Василия Манчара, поэтому для меня это знакомо, я знаю, чем там живут люди, чем они болеют. И да, они не получают достаточно внимания. Много говорится о том, что каждый раз на каждой избирательной кампании говорится о том, что будут поддерживать пригороды, для них разработают специальные отдельные программы, но этого нет. Программы, бюджет администраций пригородных поселений, в общем, маленький, там, по 20-25 миллионов рублей, на него ничего нельзя сделать. Что я планирую сделать? Ну, во-первых, я планирую работать в тесной связке с жителями пригородных территорий. Я создам координационный совет по развитию пригородов. И в него войдут не только представители администраций, но и войдут в него простые жители этих самых пригородов. Активисты, члены каких-то сообществ. И мы будем вместе обсуждать вопросы для их развития. Они просят не так много. Это задача сохранения небольших социальных объектов, задача отсыпки и грейдирования дорог своевременная. Ну и просто они хотят внимания от города. Это первый момент. Второй момент. Я собираюсь увеличить финансирование как округов в целом, так и пригородных администраций. Для этого пойду на сокращение внепрограммных расходов. Порежу очень любимую нашим муниципалитетом программу по развитию этой умной среды, так называемой, когда на интернет списывается чуть ли не третья часть таких средств, которые идут на ЖКХ. За счет этого увеличим объем финансирования. И, кроме того, я сделаю так, что главы округов и главы пригородов будут чувствовать ответственность перед жителями своих территорий. Как я это сделаю? Я внесу в положение пункт о том, что граждане будут вправе создать инициативную группу и, собрав там 5 или 7% подписей от числа проживающих на территории, объявить вотум недоверия главе. И если он неэффективен, если он просто сидит и просиживает штаны, я его буду, как глава города, просто снимать, убирать. Спасибо, Виталий Валерьевич. Слева от вас Иван Юрьевич ждет вопрос. Пожалуйста. Я задаю вопрос. Все, прошу прощения. У нас есть одна большая проблема. Вот город долгое время не мог решить проблему 17-го квартала. Мы ждали, пока зайдут волшебные китайцы, построят там новый район. Там, ну, всем известна эта история с Джодой. В итоге дождались того, что 17-й квартал попал в так называемую 7-ю шумовую подзону аэропорта. И сейчас там нельзя строить жилье. Таким образом, мы не можем туда, например, направить инвесторов, застройщиков, которые бы сносили деревянный жилой фонд и строили новые здания. И есть проблема с переселением жителей из квартала. Как вы предлагаете решить эту проблему? Виталий Валерьевич, спасибо за вопрос. Во-первых, хотел бы со всеми поздороваться. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Собственно, действительно, тематика 17-го квартала,
она не новая. Ее уже обсуждали не только сегодня, ее обсуждали вчера, и, по-моему, на всех всевозможных дебатах мы этого касались. То, что на сегодняшний день 17-й квартал у нас действительно, можно так сказать, находится на отшибе, и то, что там выделили некую отдельную зону, ну, я считаю, во-первых, это несправедливо. Несправедливо к тем жителям, которые там проживают и которые долгое время уже не могут дождаться, наконец, когда мы что-то там осуществим, да? Но также должен отметить, вот когда выносилось это решение, да, каким образом руководствовались, если у нас практически в начале либо в конце взлетно-посадочной полосы, значит, застройщик «Строймонтаж» возвел высотное здание. То есть от этого высотного здания до 17-го квартала несколько километров. То есть о чем мы тогда вообще говорим? То есть какие мы дома собирались строить, если здесь у нас, по-моему, 12-14 этажей, мы, получается, на 17-м квартале не допускаем строительства по причине того, что мы там 30-этажные дома собрались строить? Да нет же, конечно. Я считаю, что все-таки надо это пересматривать в рамках существующих программ, которые у нас есть, и заниматься развитием, значит, нашего города в корне. Как это я говорил вчера, как это говорится в моей программе, о том, что наш непосредственно город в последнее время, он задыхается. Он задыхается от чего? Задыхается от пробок, задыхается от того, что у нас идет точечная застройка. Значит, дома высотки, которые возводятся в последнее время, они ставятся непродуманно в отношении тех домов, которые были построены ранее, ввиду того, что не хватает Иван Юрьевич, все, спасибо большое. Ваш вопрос, Евгений Николаевич, у нас время. Да, уважаемый Евгений Николаевич, вопрос следующего характера, значит, ну, наверное, все вопросы уже давным-давно обсудили, и что-то новое будет тяжело придумать. Ну, хотелось бы спросить у вас, вот все-таки, что бы вы лично хотели в городе вот, изменить настолько, чтобы действительно наш город на сегодняшний день стал выглядеть как, ну, столица все-таки, действительно, столица такого богатого края? Евгений Николаевич, ваши 2 минуты. Да. Иван Юрьевич, спасибо за вопрос. Действительно, изменить нужно многое. Сегодня мы по многим показателям есть потенциал для роста, где нужно наводить порядок. Я бы начал с фундаментальных вещей, которые не совсем видны всем, но от них зависит благополучие в целом нашего города, как города, стоящего на вечной мерзлоте. Я бы решил вопрос с водоотведением. Нам необходимо в городе раз и навсегда разобраться с водоотведением, чтобы обеспечить безопасность многоквартирных домов, которые стоят в вечно мерзлых грунтах, для того, чтобы обеспечить долгий срок службы дорог, и, исходя уже из этого водоотведения, наводить порядок уже на внутриквартальных проездах и дворовых территориях. Также я бы хотел обратить внимание на вопросы, связанные с безопасностью, изменить. Я бы хотел и хочу, и в планах своей программы указываю вопрос, связанный с освещением города. Мы реально выстроили для себя дорожную карту, по которой осветим город. Также я бы хотел сегодня отметить из быстрых побед, которые можно реализовать, это выстроить сеть теплых остановок, пересмотреть маршрутную сеть автобусов, заменить автобусы, убрать эти пазики, сделать новые маршруты, перейти на бруттоконтракты для того, чтобы у человека, пользующегося картой безналичной оплаты, была возможность, как в крупных городах, заплатить один раз и в течение 60 минут совершить неограниченное количество пересадок, что позволило бы совершать более мобильные передвижения по городу Якутску. В дополнение из быстрых побед, которые можно делать уже сегодня, необходимо сказать вот о нашей программе трехлетней, которую мы запустили. Это программа благоустройства. 3 года мы будем заниматься исключительно благоустройством в большей степени дворовых территорий и многоквартирных домов. Спасибо. Спасибо, Евгений Николаевич. И первый раунд у нас предусматривает 2 вопроса и 2 ответа. И теперь, как мы обещали, идем в обратном направлении. Иван Юрьевич задает вопрос Виталию Валерьевичу. Виталий Валерьевич, все-таки, наверное, на сегодняшних выборах вот, все-таки здесь присутствуют более известные личности, соответственно, по сравнению со мной. Вот хотелось бы получить такой ответ, да?
вы все-таки по своей специфике, профессии, значит, каким образом планируете формировать состав кадровый? Могу отвечать? Да, Да, пожалуйста. Виталий Валерьевич, ваши 2 минуты, пожалуйста. Спасибо. Отличный вопрос. Многие у нас из кандидатов, которые участвуют в выборах, все время говорят, что команда, команда. Я не веду за спиной команды. У меня нет за спиной толпы людей, которые уже поделили шкуру неубитого медведя, распределили между собой кресла и думают, где я сяду и что буду рулить, когда наш кандидат выиграет. У меня будет совершенно другой подход. Главная проблема сегодня с управленческими кадрами в Якутии, да и в городе Якутске тоже, заключается в том, что сломаны нормальные социальные лифты. У нас большая часть так называемого генералитета, руководителей крупных предприятий, руководителей крупных структур, они назначены туда по принципу лояльности, по принципу преемственности, по принципу земляческих связей. Некоторых проталкивают за партийные достижения, некоторых даже вообще за спортивные достижения. Вот с этим приходится сталкиваться сплошь и рядом. А должны приходить люди подготовленные и годные по своим профессиональным и личностным качествам. Как я планирую решать этот вопрос? Первое, что я сделаю после выборов, я начну проводить совещания с отраслевиками, строителями, с образованием, с коммунальщиками и так далее. То есть буду проводить со всеми отраслевиками и буду спрашивать не только о проблемах отрасли. Тут значительную часть информации я собрал, много получаю данных на встречах, но буду еще и просить у них рекомендации о том, к чьему мнению они бы прислушались и кто способен грамотно и компетентно руководить отраслью. Причем очень желательно, чтобы это был, еще раз говорю, не кто-то из нынешнего генералитета, а чтобы это были люди из среднего управленческого звена. Те, кто, с одной стороны, на профессиональном уровне знают все детализированно и великолепно, те, кто, собственно, тащит отрасль, пока там высокие чины принимают решения разной степени адекватности, вот таких людей я буду ставить на руководящие посты, на департаменты, на управление, возможно, в замы мэра. Вот такой план. Спасибо, Виталий Валерьевич. Евгений Викторович, весь во внимание. Пожалуйста, ваш вопрос. Евгений Викторович, я вот смотрю на то, как развивается город, и заметил одну тенденцию. В этом городе принято все отдавать. У города забрали площади, у города забрали предприятия водоканал, у города забирают МУП «Теплоэнергия». При вас уже собираются выставить на продажу МУП аптеки Якутска. Полигон мы отдали республике мусорный, МУП «Жилкомсервис» получил до 30% выпадающих доходов. Собаки мы перекинули на общественную организацию благотворительную. А что вы следующее собираетесь выставить на продажу? Или вообще, может быть, вы остановите наконец эту практику разбазаривания имущества города, профильных активов города и так далее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но на самом деле я продавать ничего не собираюсь, никому передавать. Этот вопрос я не рассматривал. Единственное, что я собирался наоборот доращивать, я предлагал сделать муниципальную управляющую компанию. Естественно, можно и за счет нее пополнять бюджет нашего города, выполняя платные услуги. Да? С одной стороны, это очень, мне кажется, прибыльное дело было бы. И мы усилили бы контроль за выполнением обязательств, да, перед собственниками многоквартирных домов, перед муниципальными квартирами, улучшили бы качество услуг. Поэтому здесь нужно наращивать. Конечно, в определенных сферах трудно найти руководителя, да, предприятия, который бы грамотно бы руководил определенным вопросом. Да, в какой-то мере какую-то часть нужно передавать профессионалам, предпринимателям, которые бы улучшили бы показатели этого предприятия. Тут, видите, дело такое двоякое. Нужно смотреть, что передавать. Я согласен, что какие-то убыточные предприятия, с которыми город не может справиться, нужно передавать, чтобы их раскручивали профессионалы своего дела. А в какой-то мере, на которых может город заработать, это, конечно, нужно городу. Спасибо, Евгений Викторович. Виталий Валерьевич, я не ошибусь, если вы немножко хотели другому Евгению этот вопрос задать. Но пришлось этому отвечать. Евгений Викторович, ваш вопрос соседу справа. Спасибо, Сава Анатольевич. У меня вопрос туризм. Как сделать наш город привлекательным, чтобы увеличить поток туристов? Спасибо. Очень хороший вопрос. Действительно, город Якутск привлекает очень много туристов не только с регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Вот у нас событийный туризм, так называемый, да, очень развит. Вот пандемия помешала. На самом деле, даже во время пандемии очень много гостей. И вот недавно были
гости, мои знакомые из Приморского края. Посмотрели, ездили Ленские столбы, останавливались в гостиницах города Якутска, посетили Царство Вечной Мерзлоты. Конечно, есть вопросы по качеству, да, обслуживания. Мы привлекаем национальные кухни народов Якутии, мы привлекаем именно своей уникальностью, даже домами со сваями они фотографируются, потому что, говорят, нигде таких домов нету. Поэтому по развитию мы должны конкретно работать с ассоциацией туроператоров в республике. Событийный туризм – это зима начинается с Якутии, это наш национальный праздник ИСЭХ. Действительно, мы должны поднимать на уровень, на международный уровень. Действительно, мы можем привлекать, например, многие ездят, например, в Крым, Краснодарский край. А почему к нам не как говорится, у нас еще лучше, у нас еще лучшие условия, поэтому имеется в виду климатический интерес большой, поэтому здесь мы должны посмотреть работу гостиниц. Я, например, не сторонник новых гостиниц, там, больших, чтобы там государственные деньги потратились. Инвестор может строить, мы можем здесь помочь. А сами, чтобы там скинулись, там, бюджетные средства тратили на новые там, 5-звездочные отели, мне кажется, нельзя. Тем более у нас есть хорошие гостиницы, нормальные. Просто можно здесь развивать в этом направлении. А так туризм и у города Якутска очень хорошее будущее. Время, Савва Анатольевич. И ваш вопрос Евгению Николаевичу. Ну, вопрос будет сугубо, скорее всего, партийный, потому что я член КПРФ 18 лет уже, да, никогда идеалы не меняю и не буду, и не собираюсь. Ровно 20 лет руководить страной, республикой, городом «Единая Россия». Перед выборами красивейшие слова, высокопарные слова, как будто только появились сейчас, например, перед выборами. Чем занимались? Сколько обещаний было? Все, что говорят, вот, а почему не реализовали, например, 5 лет назад, 10 лет назад, последние 2,5 года? Все же стоит, ничего не меняется конкретно. Постоянное сокращение, 13 тысяч человек уже без работы остались. Что будем делать? Что будем делать именно с безработными людьми, чтобы городские власти, не только республиканские полномочия, я понимаю, занятость, да, городская власть, что будем делать, чтобы молодежь работала? Савва Анатольевич, спасибо. Евгений Николаевич отвечает. Здесь абсолютно логичный ответ. Нужно создавать рабочие места. Для того, чтобы создавать рабочие места, нужно работать над инвестиционным климатом. Нужно сделать так, чтобы сегодня у нас те реализуемые масштабные проекты, они реализовывались с ускорением и открывали новые возможности для трудоустройства наших горожан. У нас есть большие проекты сегодня по ТАСЭР Якутия, у нас есть квартал труда реализуется, у нас намечаются большие инвестиционные проекты, связанные со строительством мостового перехода. Та же программа переселения сегодня у нас возобновит ускорение строительства. Только в этом году мы переселяем 115 многоквартирных домов. Поэтому здесь комплексно подход должен быть по связке с большими проектами. Что касается частного бизнеса. Очевидно, что сегодня у нас проблема у предпринимателей связана с конкуренцией, которую оказывают предприниматели, ведущие теневой бизнес. Сегодня необходимо ужесточить работу по контролю теневого бизнеса, в частности тех, кто работает, не уплачивая налоги, соответственно, добропорядочных предпринимателей вводят сразу в неконкурентоспособные условия. Поэтому поддержка таких честных предпринимателей, возможность их для развития, субсидирование их деятельности позволит открывать новые рабочие места. Город Якутск заинтересован в новых рабочих местах не меньше, чем люди в работе. Потому что по доходной части города Якутска основным источником нашего дохода налоговых является налог НДФЛ, который уплачивает каждый человек, и 40% от него поступает в городскую казну. А также налог с упрощенной системой налогообложения по результатам 2020 года это было 2,2 миллиарда рублей. Поэтому сегодня, стимулируя и помогая работодателям и предпринимателям, город стратегически только выигрывает. Евгений Николаевич, спасибо большое. Алла-Верды. Вопрос Ивану Юрьевичу. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот какие 3 первых территории на карте города Якутска вы выбрали бы для комплексного развития территорий, для строительства?
Евгений Николаевич, спасибо за вопрос. Ну, для комплексной застройки, правильно, да, я вас понял? Да. Да, для комплексной застройки. Значит, смотрите, ну, если говорить именно о комплексной застройке, то, естественно, я бы выбирал те территории, которые на сегодняшний день в первую очередь будут доступны в плане подведения всех необходимых коммуникаций. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день у нас город Якутск имеет очень большие проблемы по части ЖКХ, связанные именно с тем, что все коммуникации очень старые. И когда мы на сегодняшний день застраиваем центр города, где уже коммуникации сложились очень давно, то есть таким образом мы только усугубляем ситуацию. Первое, потому что, во-первых, нагружаем эти системы, как канализационные, так и водопроводные. Вот. А во-вторых, соответственно, не даем возможности проводить какие-то ремонты, либо вообще замены. Поэтому, естественно, что я бы взял 17-й квартал, несмотря на то, что есть определенный мораторий, да, но я думаю, что это вопрос решаемый. Взял бы Марху и, естественно, взял бы вектор развития в сторону, соответственно, строительства, где будет у нас проходить строительство моста, то есть в сторону Табаги. То есть там достаточное количество территорий, позволяющее не только, соответственно, строить коммуникации, но и возводить дома, и в том числе, значит, позволяет сделать там широкополосную дорогу, то есть чтобы позволяло, естественно, жителям передвигаться с центра до этих микрорайонов гораздо быстрее. Ну, вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван Юрьевич. Круг на вас замкнулся. На этом первый раунд наших дебатов завершен. Благодарю всех за выдержанную позицию. Честно говоря, иногда казалось, что мы уйдем из Якутска в какие-то более такие пространные материи, но вернулись мы в город. Спасибо. И переходим ко второму этапу. Вам предстоит ответить на видеовопросы. Видеовопросы подготовили два бывших руководителя Якутска и действующий председатель Якутской городской думы. Хронометраж ответа до 2 минут для каждого участника. Прошу прощения, Айталина, я должен немножко объяснить зрителям и нашим, и тем, кто присутствует. Изначально у нас планировалось быть 8 человек, но вчера кандидат Илья Прокопьев отказался, и двоих сегодня, Михаила Заболотного и Илью Паймушкина, как нам сообщили, Верховный суд не восстановил в качестве кандидатов, поэтому осталось 5 человек. И у нас 3 вопроса. 5 человек, мы думали, что будет это более-менее... один вопрос на 2-3 человека, да. Поэтому мы, видимо, так сделаем. Первый человек, Юрий Семенович Коркин, задает вопрос 2 кандидатам за первой и второй трибуной. Сардана Владимировна, 3-я, 4-я трибуна. Ну и Ивану Юрьевичу придется самому уже разбираться с Альбертом Никандровичем. Давайте так, хорошо? Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Горожане жалуются на плохую работу управляющей компании по эксплуатации жилого фонда. Если вы станете мэром, что предпримете по изменению ситуации, которая позволила бы качественно изменить содержание и эксплуатацию жилья? Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сегодня поздравили Юрия Семеновича с 90-летием, 17 числа, нашему Аксакалу, человеку, который в 80-е годы руководил горосполкомом Якутска, исполнилось 90. Но, как мы видим, он прекрасно чувствует и следит за городом. Поздравляем, Юрия Семеновича. Итак, Евгений Николаевич, ваши 2 минуты. Да, спасибо, Юрий Семенович, за очень хороший вопрос. Вдвойне ответственно отвечать Аксакалу, работая в городе Якутске. Значит, сегодня с управляющими компаниями действительно есть большие вопросы. В городе Якутске больше 200 управляющих компаний и ТСЖ, которые сегодня оказывают услугу населению. Очевидно то, что ряд из них способны это делать качественно, а ряд из них не способны ввиду несостоявшейся экономической модели. Очевидно, что управляющие компании, которые обслуживают по 1-2 дома, не могут качественно эту услугу оказывать. Сегодня задача администрации города Якутска должна быть способствовать гражданам
открывать и видеть глаза, каким образом необходимо выстраивать свои отношения с управляющими компаниями. К сожалению, надзор сегодня это республиканские полномочия, УГСЖН сегодня ведет надзор за деятельностью управляющих компаний, но тем не менее город Якутск сегодня должен включиться в этот вопрос в части помощи проведения общих собраний для людей, введения рейтинга управляющих компаний для того, чтобы сегодня объективно видеть, какая управляющая компания справляется с поставленными задачами и способна инвестировать в ту же ремонтную программу. По экономике очень просто. Управляющие компании, которые эксплуатируют малый жилой фонд, могут обеспечить себе только работу. Есть управляющие компании, которые берут по одному-два дома, и желательно, чтобы они были новые от застройщика, в течение 5 лет эксплуатируют, получают плату, не ремонтируют ничего и потом пропадают. В итоге получается задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, у них кредиторка висит. И у людей, значит, уже дом, который стоял несколько лет без ремонтов. Поэтому наша задача, мы сегодня увидели при работе с трехлеткой благоустройства, где мы призываем выступить партнерами управляющей компании, то, что есть хорошие управляющие компании, есть плохие. Мы будем вести этот рейтинг абсолютно открытый для всех. Евгений Николаевич, спасибо. Савва Анатольевич, ваши 2 минуты. Этот же вопрос. Этот же вопрос. Юрий Семенович, поздравляю. Наверное, смотрите. Действительно, руководители, советские руководители, руководители 90-х годов, которые руководили, скажем, городом, Артур Николаевич Алексеев, Альбина Михайловна Лыхна и многие другие являются доверенными лицами. Мы постоянно созваниваемся, дают хорошие советы, и в случае успеха будет создан именно совет наставников у главы города, чтобы люди, которые там работали, активно включились. Вопрос управляющих компаний. Во-первых, много делегировано управляющим компаниям по обслуживанию домов. Мы, городские власти, будем помогать, субсидировать управляющим компаниям, которые содержат деревянный фонд, потому что это очень проблемный вопрос. Рейтингами, как говорится, проверками, мы управляющим компаниям должны относиться в партнерских условиях. Действительно, есть управляющие компании, которые неэффективно работают, поэтому с ними должны конкретно решить, именно жители должны решать. Мы же постоянно говорим, и я говорю, например, в своем округе, что это прерогатива жителей, с какой управляющей компанией работать. Вопрос в тарифах. У нас 1 января и 1 июля каждый год повышение тарифов идет. Кто-нибудь спрашивал, почему это, обоснованно ли? Почему тот же автобус с 28 рублей до 30 рублей стало? Кто-нибудь спрашивал от руководителей? Просто уведомляют. А население, к сожалению, принимает как есть. Поэтому работа с тарифом нужна. И окружная администрация, я понимаю, нормативки и другие полномочия, но мы тоже должны это координировать и контролировать. Вопросы, поэтому с управляющей компанией мы будем работать именно в партнерских отношениях. Не как контрольный надзорный орган, а именно партнерские отношения. Спасибо, Савва Анатольевич. И второй вопрос у нас задает Сардана Владимировна Аксентьева, наш последний крайний мэр. Уважаемые кандидаты, у меня вопрос ко всем участникам дебатов. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние доходной части бюджета нашего с вами города и какие вы видите источники пополнения собственных доходов нашего города? Спасибо. Я напоминаю, что это вопрос для Евгения Викторовича и Виталия Валерьевича. Очень хороший вопрос. Я как раз ранее об этом говорил, что можно пополнить бюджет, создав муниципальную управляющую компанию. Но я бы сделал больше. Я бы сделал мобильное приложение муниципальных услуг, куда можно услуги добавить тяжелой техники, фекалок от жилкомсервиса, опять же муниципальная управляющая компания, услуги сантехников и так далее. Сделать мобильное приложение и упростить доступ простых жителей к заказу, да, определенных услуг. Мне кажется, пополнится бюджет немало. Вот. И развивать туризм, конечно. Туризм нам казну очень хорошо пополнит. Тем более после пандемии у нас все закрыто, везде кризис, те же рестораны, тот же ресторанный бизнес пострадал, те же гостиницы. Вот. Я думаю, туризм у нас подымет
этот бизнес, налоги пойдут в бюджет, потому что за 2020 год у нас дыра в бюджете по поступлению налогов. Многие предприятия закрываются. Ну и, естественно, нужно поддерживать малый и средний бизнес. Не кошмарить их всеразличными там проверками, штрафами и так далее, а дать возможность развиваться и помогать. Вот. На самом деле бюджет пополнить возможностей у города очень много. Просто этими инструментами нужно пользоваться и привлекать, может, какие-то молодежь. Молодежь нужно привлекать, потому что молодежь у нас более прогрессивная, у них, ну, я себя тоже к молодежи отношу, более, знаете, альтернативный какой-то взгляд на определенные вещи, да, и можно много новых идей воплотить в жизнь в нашем городе. Спасибо. Спасибо. Виталий Валерьевич, ваши 2 минуты. Спасибо большое. Ну, бюджет города, это цифра известная почти всем, 18 миллиардов рублей. Из них порядка 10 дает республика, остальное город зарабатывает сам. 5 миллиардов это НДФЛ, и 2,2 миллиарда, здесь я поправлю, не упрощенная система налогообложения, а 2,2 миллиарда дает совокупный налог. Туда еще и патенты входят. Так вот, из 8 миллиардов собственных доходов 7,2 приносит малый бизнес и зарплаты. Соответственно, выход для пополнения бюджета, он, в общем-то, ровно один. Нужно создать максимально удобные условия для развития малому и среднему предпринимательству на территории города Якутска. Сегодня у нас, к сожалению, есть определенный перекос в сторону так называемой креативной экономики. Вот IT, кино, туризм, вот это вот наше все, вот это все время на слуху, про это высокие руководители все время говорят. А вот какая-нибудь торговля, это, например, ну, это что-то такое, ну, презрительное. При этом до 60% доходов по совокупному налогу дает именно презираемая торговля и общепит. Поэтому кино, креативная индустрия, это, конечно, прекрасно, но там экономическая отдача незначительная. Они прекрасны как визитная карточка республики или визитная карточка города. Но развивать надо малый бизнес в целом, создавать условия. Причем город особых условий создать больших не может, потому что все упирается в 3 вещи. Это административные барьеры, это доступ к земельным участкам, и это, собственно, сложившийся климат инвестиционный. Субсидировать предпринимателей неправильно. Я председатель Координационного совета, и мы в свое время приняли решение уйти от субсидирования, потому что 2/3 средств, которые выделялись в качестве безвозмездных субсидий, просто человек забирал эти деньги под красивый бизнес-проект и исчезал. Поддерживать, например, льготными кредитами – это уже другое. Но льготные кредиты может получить ограниченное количество предпринимателей. Поэтому в первую очередь должны приниматься меры, которые касаются большого круга людей. А это снятие ограничений всевозможных административных, это избавление от прессинга административной комиссии. Спасибо, Виталий Валерьевич. Ваше время вышло. И слушаем 3-й видеовопрос от Альберта Никандровича, председателя Якутской городской думы Семенова. Добрый вечер, уважаемые кандидаты на должность главы городского округа города Якутска. У меня к вам вопрос следующего характера. Как вы будете решать в случае своего избрания проблемы реконструкции и строительства детских садов и школ в центральной части нашего города? Спасибо. Я напомню, что мы декларировали равенство условий для всех кандидатов, но так получилось, что Иван Юрьевич у нас получает себе персональный вопрос. Итак, Иван Юрьевич, ваши 2 минуты. Пожалуйста, таймер. Ну, по всей видимости, с учетом того, что мне одному один вопрос достался, время нужно было давать 4 минуты. Вот. Хорошо, спасибо за вопрос. Значит, Альберт Никандрович, каким образом можно решить вопрос реконструкций? Ну, наверное, как и всегда это делалось, то есть, естественно, путем того, что будут проводиться тендеры, объявлять аукционы и так далее. Единственное, что хотелось бы отметить, то, что необходимо проводить аукционы и тендеры не в такие периоды, когда у комиссии с учетом всех возможных, значит, осложнений, когда могут подавать, значит, откладывать, переносить или еще что-то по каким-то причинам конкурс. Соответственно, все это сказывается на том, что к учебному году, соответственно, детские сады и школы бывают не готовы. Также хотелось бы, конечно, отметить о том, что необходимо вообще для города Якутска, значит, решить проблему путем привлечения, значит, муниципального государственного частного партнерства за счет привлечения дополнительных инвестиций, которые позволят городу не только, значит, опираться на его собственные ресурсы
но и за счет каких-то кредитных и инвестиционных дополнительных вложений строить школы и детские сады сегодня. Значит, за счет чего наши дети с вами не будут ждать каких-то программ государственных, а получат в тех же, соответственно, микрорайонах новые школы и новые, соответственно, детские сады. Ну, собственно, как-то так. Спасибо. Иван Юрьевич, спасибо большое. Итак, второй раунд завершен. Переходим к третьему раунду. Что сейчас будет происходить, никто не знает в зале, в том числе мы ведущие. Я вас совершенно точно уверяю. Дело в том, что это называется мини-интервью. Поскольку у нас в зале находятся представители 10 изданий, ну, естественно, они хотели поучаствовать тоже в этих дебатах. Формат следующий. Кандидаты по очереди подходят к столу, вытаскивают конверт с фамилией журналиста, и журналист в течение 3 минут, у них происходит диалог. Будет это один вопрос, несколько вопросов, свободная тема абсолютно. Что там происходить будет, это уже на откуп журналистов и на умение отвечать кандидатов. Коллеги журналисты, прошу передавать друг другу микрофон, который находится у нас в зале. Хорошо. И начинаем также с первой трибуны. Евгений Николаевич, прошу, выберите свой конверт и озвучьте фамилию журналиста. Тихонова Елена Гавриловна. Добрый день, уважаемые. В ЕГТ.ру представляйтесь, пожалуйста. Дальше. Время пошло. Евгений Николаевич, самые основные проблемы в отрасли ЖКХ, которые вы будете решать в первую очередь? Первый вопрос. Ну, ЖКХ у нас, в принципе, вся связана сегодня с проблемами инженерных сетей комплексно. Значит, я бы в первую очередь начал разбираться с дефицитом пропускной способности газа и подключением к газовым сетям участков, выданным льготным категориям, многодетным семьям. Второй вопрос по значимости сегодня – это ремонтные программы тех котельных, которые есть в городе Якутске, и создание единого теплоснабжающей организации ЕТСП. Это вопрос, связанный с схемой теплоснабжения города Якутска. Третий вопрос комплексный, который сегодня необходимо решать, это, ну, он в принципе решается сегодня, это вопрос, связанный с строительством 3-й КНС в южном направлении и 5-го водоузла. Мы бы хотели сегодня еще затронуть в части ЖКХ один острый вопрос, который коррелируется и с застройкой города. Это возобновление проточности горканала, уделить большое внимание водоотводным системам, схеме водоотведения. Так, и что насчет сноса, если вы одержите победу, насчет сноса именно каменного жилого фонда, то есть когда-нибудь будет в Якутске своя реновация или нет? Так, каменный жилой фонд. Ну, безусловно, у нас сегодня вызывает первичную задачу, это расселение деревянного жилого фонда. Вместе с тем мы понимаем то, что каменный жилой фонд у нас есть и 60-х, и 70-х годов. Это хрущевки наши, панельные КПДшки. И они, ввиду эксплуатации не всегда правильной, тоже сегодня находятся в разном состоянии. Здесь необходимо пересмотреть и взять лучшее из опыта реновации, которая применена в Москве. Есть в центральной части города участки, в которых сегодня стоят каменные дома, и в силу интересности этих участков для застройщиков и наличия возможности выделения стартовой площадки, на них можно было бы запустить реновацию один в один с московской программой. Вместе с тем, необходимо понимать, что сегодня комплексное развитие территории позволяет ей вкладывать, создавать фонды реновации на республиканском уровне. И насчет общественного транспорта, да, если вы станете мэром Якутска, то будет ли проведена какая-то, может быть, какое-то реформирование, модернизация, чего-то нового ждать или нет? Спасибо. Однозначно. Сегодня уже настало время, когда необходимо полностью реформировать систему общественного транспорта. Необходимо поменять сам принцип, новые маршруты, новые автобусы. Все, спасибо. К сожалению, время вышло. Спасибо. Ага, и Сава Анатольевич испытывает свою судьбу. Вытащил конверт на удачу.
Раиса Мефодиевна Коротова. Это Сахапресс. Да, Сахапресс. Ага, начните. Первый у меня, значит, будет вопрос. Как вы считаете, какие проблемы города требуют безотлагательного, незамедлительного решения? И каким образом вы их начнете решать? Застраивание. В первую очередь застраивание. Мы объявим мораторий на строительство высокоэтажных домов, зданий в центре города, в черте города. Потому что, чтобы транспортного коллапса не было, чтобы вопросы, проблемы с парковками не было. Следующий вопрос. Время есть еще? У вас время есть. А второй вопрос? Ага. Второй проблемный вопрос. Вот один и следующий. Ну, во-первых, насчет автобусов, да, Евгений тоже говорил, автобусы, мы должны создать транспортную карту. Транспортная карта горожанина, чтобы во время пересадок, например, в течение 1 часа эта карта использовалась, чтобы человек, пассажир 2 раза там, по 30 рублей не выплачивал. Поэтому мы это можем реализовать, тем более это, опять-таки, в Москве, в больших городах транспортная карта очень актуальная тема. Спасибо. А есть ли у вас предложение по повышению уровня безопасности горожан? Обязательно. Хороший ситуационный центр должен быть. У нас ЕДДС работает по советским, как говорится, традициям. Человек сидит, спокойно отвечает на телефоны, пока там ответят, пока передадут, это что угодно может случиться. Чрезвычайные происшествия, например. Поэтому ситуационный центр хорошо работающий, с большими экранами, и чтобы вот освещение у нас только 30% по городу Якутску. Сперва решить вопрос освещения, потом камерами наблюдения на общественные места установить, чтобы безопасность бабушки, дедушки, дети наши чувствовали себя в комфорте. И в темное время суток, например. По поводу освещения, да? Да, освещение и безопасность, камеры видеонаблюдения. И хорошее взаимодействие с полицией, чтобы реализовать проект «Безопасный город». Действительно, мы когда-то участковым, например, вручали автомашины лучшим участковым, да? Поэтому надо вернуть, чтобы действительно сотрудник полиции тоже чувствовал поддержку со стороны городских властей. Спасибо. И еще один вопрос. Как вы считаете, вашего уровня теоретических знаний, практической работы будет достаточно для того, чтобы руководить столицей самого большого российского региона? Есть и один поле не воин, мы же с командой идем, да? Вот команда стоит, например. Если в случае победы того или иного кандидата, я обязательно, вот Евгений, я постоянно говорю в каждом дебате, строительным округом может руководить, тем более знает проблему всего округа. Поэтому мы все здесь, почему участвуем? Потому что готовы взять ответственность. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Сава Анатольевич. И Евгений Викторович вытягивает свой Мне конверт. должен достаться самый интересный. Сусанна. Нет, Желнин Олег Леонидович, тоже очень интересный. Олег, Округ ТВ. ты Округ где? ТВ. Олег Желнин. Олег в зале? Да вы что? Пока подождем, может, Виталий? Ну, давайте перетянем тогда, да? Или вы хотите вот именно? идет. Или пропустим? Идет. Идет, да? Просто у нас Олег тут следит и Тем за более, видеокамерами, и за общей Подготовился, картинкой. ага. Раз, два. Добрый вечер. Всех приветствую. Мне вопрос. Скоро замечательный день у нас, выборы, да? 3 дня будем. Хотел бы вас поприветствовать в этом зале. И у меня такой вопрос, так как мы в историческом парке «Моя история», разговор будет о мини-опрос, значит, по истории города. Первый вопрос. Прежнее название города Якутска в 17 веке. Интересный вопрос. Знаете, да? Ленский острог. Прежнее название проспекта Ленина в царское время хотя бы. Большая. Улица Большая, многие уже знают. Где располагался первый сквер города Якутска в царское время? Не отвечу. Площадь Дружбы, надо знать. Какое учреждение располагалось в здании НХМ, ну, художественный музей раньше? Типография. Как называется самый глубокий колодец в Якутске? Шахта Щербина.
Так, шахта Интересные Шергина. вопросы задают. В каком храме Якутска есть подарок сильной и фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны? Подсказка, может быть, фрейлину зовут Анна Бестужева. Я помогаю стою. Икона Богородицы в храме Богородицы в Залаге находится. Здание построено губернатором Олег. Крафтом 100 лет с лишним. Такие 100 лет с интересные. лишним. Олег, прошу прощения. как Может, будто по бы- проблемам Да. города Вот такие немножко. вопросы слишком... Не, раз В замечательном месте, патологические. конечно, мы находимся и благодарим администрацию время не исторического ждут, к парка. сожалению. Я просто попрошу потом Евгения Викторовича прийти к тебе на консультацию. Да, да. Ладно, хорошо. А потом мы у него, вопрос ему тогда их еще раз зададим. зададим. Пусть заканчивает. Последний Может быть, вопрос мы- задам. Дело в том, что у нас очень хороший проект «Сохраним памятники». Как вы считаете, надо ли в Якутске большинство памятников исторических бесхозные на сегодняшний день? Даже площадь Победы имеет своеобразные проблемы. Как ваше отношение, как решать эту проблему? Памятники, конечно, нужно восстанавливать, нужно привлекать молодежь, общественные организации. И, к сожалению, да, есть такое, памятники бросают. Ну, Есть типа нужно специальных, с да, этим памятников. работать, да. Нужно привлекать общественные организации, молодежь, чтобы молодежь знала, о чем, для чего и почему этот памятник, да, находится. Элементарно, вот даже после зимы остается снег, никто не убирает. Вот мы, когда возлагали цветы к памятнику Победы, все прям прошлись, все возложили цветы, все сфотографировались, но сам памятник на площади Победы, да, он был весь в снегу. Мы взяли партию и очистили его. Спасибо, Мы Евгений дали несколько Викторович. секунд, потому что до этого было просто... Да. Олег Желнин выбрал формат Блица. Никто здесь не знает, какой формат выберут журналисты, он абсолютно свободный. И очередь дошла до нашего коллеги Виталия Валерьевича Обедина. Сусанна Рожна. Ты мечтала об этом? Это судьба. Сусанна мечтала весь вечер. Да, я несколько дней мечтала задать тебе вопросы. Итак, Виталий, давай начнем тоже с Блица. Народ или власть? Конечно, народ. Этому городу нужен герой. Кто это? Это человек, который ненавидит коррупцию и мешает взяточникам. 17-й квартал или Сайсары? 17-й квартал, я там жил. Лучший мэр в истории Якутска? Илья Филиппович Михальчук, первый срок. Первый срок, когда его не били по рукам, когда он реализовал все, вот внешний облик города сейчас существует в том виде, в котором его оставил Илья Филиппович Михальчук. Исаак на местности Усхатын, Московская Блиц. набережная, начало Виталий. горканала, старый город. Я просто аргументирую свой ответ. Хорошо. Сколько лет исполнится нынче Якутску? 386. Сколько округов в Якутске? Еще раз. Сколько округов в 8 Якутске? округов и несколько администраций пригородных. Кто глава Сайсарского округа? Текущего? Не Да. знаю, но поменяю. Почему очень хорошо работает? Кто был главным Я был фигурантом на встречах, громко... народ недоволен ужасно просто. Кто был главным фигурантом громкого дела мэрии и при каком мэрии это было? Еще раз. Кто был главным фигурантом громкого дела мэрии? Ты как журналист должен О это каком знать. деле мэрии идет речь? Самое первое дело мэрии, оно началось с моей коммунальной войны, там был Илья Филиппович Михальчук, но его не осудили, там была госпожа Елизавета Николаева, там был Петр Стальевич, заместитель мэра по строительству, там была глава РКЦ Юлия Пругова. В общем, прекрасный набор. Хорошо. Вы поощряете коррупцию? Каким образом? Нет. Карьера или семья? Я не строил никогда карьеру, но в данный момент я выбираю ее. Служебное авто или автобус? Я езжу на общественном транспорте. В каких годах мэром был Павел Бородин? Павел Бородин был до 98-й Спартак Борисов ушел, где-то до 90, по-моему, до 97-го. Бизнес или муниципальная служба? У меня нет коммерческой жилки, поэтому я сейчас баллотируюсь в мэры, это муниципальная служба, значит муниципальная служба. Якутск на левом берегу или на правом берегу реки На Лена? левом. Дальше. Кто основал Якутск? Это был сотник Петр Бекетов. Как зовут Заболева? Юрий Вадимович. Что находится на площади Дружбы?
На площади Дружбы стоит прекрасный театр ГТО ИП, Государственный театр оперы и балета. Ой, прошу прощения, на площади Дружбы стоит танк Стелла Победы. Я перепутал с площадью Дружбы народов. В честь кого названа улица между 202 и 203 микрорайонами? В честь великого классика якутской литературы Саурона Амалона. Сколько километров дорог отремонтируют в этом году по БКАТ в Якутске? Около 48, и надо начинать тендеры проводить гораздо раньше, чем в этом году. А что стоит перед монументом в честь основания Якутска и где оно находится? Спасибо, спасибо. Иван Юрьевич. В принципе, Прошу надо подойти к столу. Благодарить за хорошие вопросы и за прекрасные ответы. Александрова Александра. Еще, да? Екатеру. Эхо столицы. Сейчас, да? Волчукей Софья Владимировна. Иван Ильич, как вы относитесь к инициативе общественников о переименовании площади Орджоникидзе, улицы Пояркова и так далее? Да, спасибо за вопрос. Собственно, отношусь к этому. Нельзя назвать, что можно относиться спокойно, можно вообще никак не относиться. Но в целом, значит, с учетом того, что у нас все-таки времена бегут, значит, одно поколение сменяет другое, соответственно, появляются какие-то новые таланты. С учетом всевозможных изменений, я считаю, что у города и у жителей города должна быть возможность выбирать, соответственно, изменять названия площадей, либо каких-то других, значит, улиц. Ну, вот таким вот образом. Вы вообще какое отношение имеете к городу Якутску, к народу Саха? Какое-нибудь имеете? Ну, вообще, я родился и вырос. Я согласен, значит, вопрос понятен. Если коротко и более подробно, то, значит, мои вообще корни по отцовской линии, они идут из Алёкминска. Мой прадед Полуэктов Валентин Иннокентьевич, ветеран Великой Отечественной войны, умер в 1967 году. Имел, соответственно, медали за освобождение Польши и за взятие Берлина, чем я, собственно, горжусь. И многие, соответственно, поступки в своей жизни делаю по принципам прадеда. Сам родился и вырос в городе Якутске, учился и по сей день, получается, тружусь здесь, хотя многие говорят, что вроде бы как я приезжий, потому что у меня прописка там как из какого-то другого города. Ну, на самом деле это неправда. Мы в 2012 году с семьей из Якутска переехали по одной простой причине. У нас заболел ребенок, который также родился здесь. И вот это была основной причиной переезда. Однако с 2012 года я по сей день нахожусь в Якутске, тружусь, несмотря на то, что семья у меня находится в другом регионе. Понятно. 5 ярких звезд, каждый считает, что он самый достойный. Почему вы считаете, что горожане должны проголосовать именно за вас? В чем ваше преимущество перед остальными здесь присутствующими и не присутствующими тоже? Если я правильно понял вопрос, то 5 ярких звезд, вы имеете в виду в данном зале сейчас 5 кандидатов, правильно? Или нужно 5... Почему за вас должны голосовать? Или 5 тезисов нужно привести? Почему за вас должны проголосовать? Все, хорошо. Собственно, спасибо. Потому что я здесь родился. Последний вопрос прозвучал от Сахалайфа. Дорогие друзья, коллеги, дебаты завершились. Надеюсь, что нам теперь всем станет легче сделать свой выбор. И спасибо за участие нашим кандидатам. Спасибо за терпение нашей аудитории. Мне остается только поблагодарить коллектив парка «Россия. Моя история», который нас приютил сегодня на этот вечер. По-моему, более символичного места трудно найти для дебатов, согласитесь. Я думаю, кандидаты с этим согласны. Спасибо всем большое.
ждем вас на площадке экспертного клуба. Спасибо. Приглашаем До свидания. Все, да?